прямом эфире информационная программа «Вести». Чеченская республика. Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Поддерживая безопасность и правопорядок. Рамзан Кадыров провел совещание с руководителями силовых структур республики. Какие темы стали предметом обсуждения? Прекрасная Сунна. Региональный общественный фонд провел очередную благотворительную акцию добра в муниципалитетах, что входит в продуктовые наборы. Добро пожаловать в мир знаний. Уровень образования в Чеченской республике стремительно растет. С каждым годом открываются новые учреждения, а для детей в регионе создаются все необходимые условия для качественного обучения. В селении Гвардейское свои двери распахнула новая школа, рассчитанная на 720 посадочных мест. Какие условия созданы для учеников? В Грозном состоялось торжественное награждение победителей международной журналистской премии «Золотое перо», посвященной памяти первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Поздравить победителей прибыл глава региона. Об итогах расскажет Турпалали Тайсумов. 11-я международная журналистская премия «Золотое перо» памяти первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова собрала в Грозном лучших специалистов средств массовой информации. Всего поступило около 500 материалов, в том числе 50 иностранных из около 20 стран мира. Глава региона пришел, чтобы вновь лично поздравить тех, кто 24/7 занимается этой увлекательной, а главное полезной для общества профессией. Много тех, кто активно освещал и освещает события в горячих точках мира. Так военные корреспонденты Чеченской республики и федеральных телекомпаний передают самую оперативную информацию в зоне проведения специальной военной операции. Предметом конкурса являются авторские работы журналистов. По традиции они разделены на 5 номинаций. Это телевидение, радиовещание, печатные и интернет-издания, фоторепортаж и блогосфера. В этом году на международный конкурс поступило около 500 материалов. В приветственной речи помощник руководителя субъекта, министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев рассказал о том, как наша республика, разрушенная в годы военных кампаний, пришла к миру и созиданию. На ее территории не осталось и следов печального прошлого, а журналисты только и успевают показывать один успех за другим в самых различных сферах жизнедеятельности. Мы сегодня имеем эти прекрасные условия, инфраструктуру для проведения этих мероприятий только благодаря тому фундаменту, который был заложен нашим национальным лидером Ахмат Хаджи Кадыровым. Некоторое время назад все наши города и населенные пункты они были разрушены. Республика, она лежала в руинах, у нас не было никаких условий. И только благодаря самоотверженности, мужеству, историческому подвигу нашего национального лидера Ахмата Хаджи Кадырова, благодаря тому, что он объявил бескомпромиссную борьбу международному терроризму, благодаря тому, что он взвалил на собственные плечи этот груз ответственности и проявил мужество, мы сегодня пришли к этому счастливому дню. Наша республика развивается, стабильно процветает, и поэтому мы сегодня имеем возможность приглашать таких уважаемых людей сегодня в республику. Здесь сегодня присутствуют люди, которые находятся на острие информационной войны. Как мы знаем, информационное поле сегодня превратилось в поле военных действий, где проходит агрессивная борьба за умы населения. И мы с вами пропагандируем, в том числе посредством этого конкурса, объективную журналистику. Мы пропагандируем правду. Как говорил наш первый президент, его оружие – это правда, и против этого оружия бессильна любая армия. Поэтому мы говорим 1000 раз «Ахмат, сила, Аллаху Акбар». Рамзан Кадыров в своей речи рассказал о том, какую важную роль играет данная международная премия. Тут отмечают журналистов, сражающихся на своем фронте, информационном, и признают заслуги наравне с бойцами на передовой, так как СМИ тоже борются во благо страны, за правду, которую пытаются исказить представители агрессивного Запада. Ассаламу алейкум, дорогие гости и участники конкурса. В 2005 году мы провели первый конкурс, который учредил региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. А сегодня масштабы конкурса в разы больше. Почти 500 заявок – это хорошая тенденция. Я очень рад
приветствовать наших гостей, известных журналистов, военных, корреспондентов, блогеров и всех, кто причастен к международному конкурсу «Золотое перо». В современном мире журналистика стала важной частью жизнедеятельности. Война поделилась на два фронта – на поле боя и в информационном пространстве. И сегодня наша задача не только уничтожить сатанистскую нечисть, но и покончить ее с идеологией. И я не сомневаюсь, что мы это сделаем. Я поздравляю призеров и победителей. Вы заслужили эти награды своим трудом и талантом. Желаю вам дальнейшего творческого успехов. Спасибо за внимание. По традиции вечер был украшен концертной и танцевальной программой. Артисты эстрады исполняли песни и хореографические номера. Но главное событие – это, конечно же, призы. Наступает тот самый волнительный момент. Кто же получит заветную статуэтку победителя? Интрига держится до последнего. Церемония награждения началась с указа главы Чеченской Республики. За безупречную работу и высокий профессионализм, смелость, объективное информационное освещение специальной военной операции заслуженными журналистами субъекта стали сразу два федеральных сотрудника СМИ. Почетное звание «Заслуженный журналист Чеченской Республики» Сладкову Александру Валерьевичу, руководителю студии авторской программы Александр Сладков, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Россия». Руденко Андрею Владимировичу, директору государственной телевизионной и радиовещательной компании «Донецк». Распоряжением главы региона почетными грамотами отмечены Владислав Андрица, специальный военный корреспондент телеканала «Арти», и Константин Ткаченко. Почетной грамотой главы Чеченской Республики награждается Андрица Владислав Сергеевич, специальный военный корреспондент телеканала Russia Today. Ткаченко Константин Владимирович. Благодарственным письмом от руководителя субъекта награждены Елизавета Абрамова, главный редактор федерального информационно-политического журнала «Персона страны», директор Национального центра информации, Гусейн Гусейнов, заведующий корпунктом Южного бюро Первого канала, Анна Прокофьева, корреспондент отдела корреспондентов службы главного продюсера дирекции информационных программ Первого канала. А указом Рамзана Кадырова за добросовестную работу при исполнении служебных обязанностей медалью за заслуги перед Чеченской Республикой был отмечен Саидхасан Тагаев. Корреспондент первой категории редакции художественно-развлекательных программ Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный». Почетной грамотой награждены Муслим Умаров, специальный корреспондент редакции аналитических программ телевидения Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный». Хажи Мудаев, старший телеоператор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. И Луиза Киндарова, руководитель коммерческой группы государственной телевизионной и радиовещательной компании «Войнах». Очень большой стимул, творческое вдохновение и мотивацию для того, чтобы лучше, еще больше работать в этой сфере. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров уделяет огромное внимание всем работникам СМИ. Поэтому я горжусь тем, что я могу быть частью той команды, которая стремится к большим стандартам. Благодарственное письмо главы Чеченской Республики получил Джабир Сулейманов, консультант отдела мониторинга печатных и интернет-изданий Министерства информации и печати, и Акраман Джабиров, корреспондент информационного агентства «Чечня сегодня». А кроме того, дипломом международной премии «Золотое перо» был награжден и сам Рамзан Кадыров. За создание необходимых условий для развития индустрии средств массовой информации и всемирную поддержку журналистского сообщества дипломом международной премии «Золотое перо» памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, награждается глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Настал долгожданный момент всего вечера – вручение презентов победителям. В разделе «Тематическая программа» номинации телевидения лучше признана работа журналиста Ван Дне Яндес Соня из Нидерландов. Награждение провел председатель правительства Магомед Даудов. В номинации телевидения категории «Информационный сюжет» победил репортаж военного корреспондента Russia Today Владислава Андрица. А в категории «Документальный» лучшим стал фильм Аси Юсуповой, корреспондента первой категории ЧКТРК «Грозный».
В номинации «Радиовещание» в разделе «Тематическая программа» победа досталась Зареме Джикаевой, начальнику службы вестей ГТРК «Алания». Награждал журналист, публицист и общественный деятель Максим Шевченко. Если честно, это очень для меня волнительно и очень награда ценна для меня, потому что оценили мою работу, которая называется «Посмотри на их лица». Я полагаю, что в Чеченской Республике очень хорошо понимают и знают, что такое важность памяти о тех, кто защищал нас, нашу родину. Корреспондент радио ЧГТРК Грозный Хава Эдиева стала лучшей в категории радиовещания «Информационный выпуск». Я очень рада, что заняла первое место именно в таком престижном конкурсе, как «Золотое перо». Признаюсь честно, всегда мечтала выиграть именно в этом конкурсе. И хочу выразить слова искренней благодарности руководству республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, а также региональному общественному фонду имени Ахмата Хаджи Кадырова за денежные призы. Также выражаю благодарность всем членам жюри и своим коллегам. Спасибо большое. В номинации «Фотография» верх одержала работа главного консультанта информационного управления главы и правительства Чеченской Республики Юсуфа Салжиева. Победителем Гран-при 11-й международной премии «Золотое перо» стал военный журналист, руководитель одноименной студии авторской программы Александр Сладков. Я благодарен Рамзану Ахматовичу. Вообще, конечно, для меня это совершенно необычайный, какой-то случай. Огромное спасибо за премию, огромное спасибо за тот статус журналиста, заслуженного Чеченской Республики. Здесь же было анонсировано, что каждый победитель получит от общественного фонда по 300 тысяч рублей, а обладатель гран-при 500 тысяч, после чего Ахмед Дудаев вручил от имени главы Чеченской Республики презенты отличившимся мастерам пера и слова. Почетным званием «Заслуженный журналист Чеченской Республики» была награждена заместитель начальника службы телевидения ГТРК «Войнах» Роза Нагиева. Телевизионная и радиовещательная компания. Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Война». А благодарственным письмом руководителя субъекта была отмечена редактор группы подготовки информационных программ ГТРК «Войнах» Лейла Муртазова. Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Война». Организаторы объявили о старте 12-й премии, то есть сотрудники СМИ уже сейчас могут начать подготовку качественного контента. Собравшиеся на протяжении всего вечера зарядились хорошим настроением. Яркие эмоции останутся с ними на долгое время. Торпа Лолита Исумов, Шамсудит Джабраилов и Харун Абдулаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Совещание с командирами и руководителями подразделения МВД и Росгвардии Рамзан Кадыров начал с вручения министру внутренних дел Аслану Ирасханову погон генерал-лейтенанта. Каждый чуна ешь внимание, каждый чун ешь тергую. Первый ник, второй ник, есть нажден. Еги аеха, генерал, орден. И чек дал дал цидуэлу, дал алшвола, дал мула. Вот эти вежри на остидон. Он деахитен, вама даже нет, хэси ножся пор, до конца чек духу. Первой темой обсуждения стала текущая ситуация на территории проведения специальной военной операции. Глава подчеркнул, инициатива находится в руках наших войск. Бойцы демонстрируют выдающиеся результаты на передовых участках фронта. Их имена войдут в эпос чеченского народа как национальных героев. Доку белоспиновой, твамбардал дочдона, правительстводон, год са проблемочдон, да однадон, эсо бол бешдона, аш дюнян чвадон, ночи юд, вайдай шякитен седон, юдон, тяякитнадон, сархейнадон, шейх Мансурал, бена бойсар, албу хаджардон, дайми бибол, джуми акну, адис ругодон, бохш, битан, болгенсисандон, тан, шуцершдон, خلو
historia each don und als Uschlette Bücher Dinzerieloch nach don wait on the children busel gersta Zadin Dutch Bücher don Zadliloch don Europe when Gushil Rolik Statel Shet Shet National Shet National Duschbosch don Dagiten Gebühr Allicho don Otzel Bücher Schüch don Zijn dual bel etto haller don zuldok irstats horen nadajcha ikhldiysh don wala masana diablo hortag shia ojel عليه شو داس don dina halat don atvetsti don lesh don tagu nochi don tatsbana sidon nakki so bol don sha hund lesh wuhush akvelch huhordo hush dunan cha yakshul han don kanen erta Ein Metkrieg meedon, ili homa jotsmaal don, dunne doche hartjochon. Homa dieser ili don, destuine don, den chwa waar weers, harta don, de redol chinir, don, harta, don, da mola don, wij don, satus don, Jelsman, dicht Jelsman, hildo eldo, tunde don, weekendi don, mulchmetta don, teaks, boisbo, stabbo don, zijn, dat uur chumadat, zijn wel uur door zo'n latosto, uur don, shu, dat buurt hados do shu, us don, goitchdik, we dei milschelle, we arboy barrière, schwer, dushmans barrière, schwer, turks barrière, schwer, we baatsager, don, nog iets altjan. ملخوه بغيتش عربو اللي نعبر دون ويدونا عمل عشاء ويبوصل بعدوش نوتشي هردو ويدو هردو وران سنة شريعة طريقة وإلى يقبو دون هورن شيشي دون أستاذ دون إن يقبو يدعقو يعربو خلق يخارر بويتم بو يخارر من لربير بو دون قبولين بنيق يعطانا ومصو نبرولين يستين دونا ويديرو شي مترش قعدو لا بيدوركيو تركيو بيراميدكيو عدو داسنون Nederlands met aan doen, wij zien door leren boer, leren boer, het zien door, wat je onelders, waar je rебята, отличные ребята doen, настоящие воины doen, директор ФСБ, Золотов, Мастер, молодцы ребята, настоящие воины doen, спасибо doen, им Бог doen, ik zeg ook iets toe dat doen, wij doen, derde rezo doen, и wij цель doen, wij alles doen. Политик также обсудил инциденты с беспилотниками, подчеркивая, что решение Верховного Главнокомандующего о проведении СВО было абсолютно правильным. Рамзан Кадыров отметил, что в современном ведении войны необходима гибкость и способность адаптироваться к изменениям. Twam don hints don allem automatisch während damit ist don dazu also bei beispiel hints don computer jetzt sputnik die hojen don kardin nationale don shelo shida hajo saal chu jetzt as model das let wam hits bilder das don dann hits way hits die shlo совершенно so das sada tabakne определенно hints sada отсюда don развитие ее удовольствия, куда дисгад, амо, келл, амор, да, келл, ЕСВН, ЕСАЧАДУВЕГА, мюлх оборудование, мюлх, башуля, мюлх техника, вега, там да, уштолом используется, да, веш, далтадарит, велостадарит, цан датуа, дон, дихрюшолом, дон, шейгвей, дон, ЕСАЧАДУВЕГА, да, любой, дон, навоз, типовый, дон, алхамдулилlah, дон, роре, оня, hoor je daar, dus dan kitchel wie dat dan dat dan, dat kwam dan check bij de boos dan aan emsje dan, dus op na parat bis arbol bas dan, toen dat kwam dan, zo hebben we dan, hebben niet zo beladen, dat zo wat dan, wist dan zo was dan, toen dat dan moest toch wel Syrië denk dan. Ons aan uitzoeken, Turks boer uitzoeken, Israël, Syrië, zij inek dan, daar doet ze niet zo. Dat kwam bagel doen. Om beter gaan doen dat dan. Hoe gaan doen dan? Hij met glerie, taaie, nisje dan, dat wordt dan, gaan doen dat dan. We gaan daar moesten met dat dan, temens me weet dan. Toen deden we dan, mella dan, teman kiesel die dat dan. Dat kwam weer goed, kwam bij het kees of keesgroep boos. Alweer wat dan horen dan.
شيء شركات عبود شركة هو ما دون شيء ما بيلزون دون ريسورس وين حياة دون هو رنجات عكس هو سبيسيو دعوازو الفيزا دون على هو ما شيء دعال دي دون هو إيش دعبير بود داز وين داز دون مش ويش هو مستغن جيرز دي زمان مستغن فورمي دون وين رشت يا هو دون داز دون عامل أشبه عامة بيربو جرز هو كل داق لكن كل داق داستون هو حياة وش يستعبوا بيربو داستون نوجد ندون برازيل داستون دكودا عربو داستون كون دعبيش داستون يولكا ناخبو برازيل شردو نان عربو لا تشبو لا برتو بحكن عيشن عوش اللي لوش نوع نيع غلا قولا مسوما دون سبلدات دوتشلون لريش نوتشي لريش داك نوتشي تشبع نش لربيش داك نوتشي ومن بودوبش يشلون يلا دون هدين الدولة سمويش دون هلديز دون. О деятельности регионального оперштаба СВО доложил его руководитель Магомед Даудов. Так, из республики в зону проведения специальной военной операции в рамках ротации направлено 51 613 бойцов, в том числе 20 400 добровольцев. В настоящее время активно выполняют боевые задачи более 10 тысяч наших бойцов. За мужество и профессионализм 6470 воинов удостоены высоких государственных наград. Еженедельно из Грозинского аэропорта отправляется борт с добровольцами. Сначала СВО по вашей инициативе, Рамзан Ахматович, из числа чеченцев сформированы 4 новых полка и 5 батальонов Министерства обороны и Росгвардии. Идет формирование еще одного военного полка Министерства обороны Российской Федерации в количестве более 2000 бойцов. На высоком уровне налажено обеспечение подразделений военной техникой, предметами связи, продовольствием и всем необходимым для выполнения поставленных задач. Уважаемый Рамзан Ахматович, хочу особо отметить, что региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Герой России Ахмата Хаджи Кадырова, Далгазу Тлобулгальцин, вносит неоценимый и беспрецедентный вклад в поддержку наших бойцов. На нужды спецоперации закуплено и направлено 2027 единиц спецавтотранспорта, в том числе 218 бронированных машин, 8832 квадрокоптеров, 32 259 единиц средств связи, 83 600 комплектов полной военной экипировки, приборы ночного видения, рэбы, тепловизоры, антидроны и многое другое военное имущество, необходимое для решения боевых задач. Региональный общественный фонд регулярно помогает и жителям освобожденных территорий. Так, с начала СВО им направлено 26 837 тонн гуманитарного груза, в том числе медицинское оборудование, медикаменты, продукты питания, одежда, строительные материалы, бытовая химия и предметы первой необходимости. То на сегодняшний день текущие расходы на СВО регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Далгазу Тлобулгальцин, составляют 35 миллиардов 803 миллиона рублей. Наши воины с честью выполняют свой долг по защите России, а регион является одним из лидеров среди субъектов по уровню и оперативности проведения мобилизационных мероприятий. Рамзан Ахматович, в соответствии с указанием президента Российской Федерации проходит набор военнослужащих по контракту Вооруженной силы Российской Федерации. В 2024 году план на республике составляет 5374 военнослужащих. Всего из Чеченской Республики призвано в 2024 году 6232 человека, что составляет 116% от годового плана. Рамзан Ахматович, Султях уже сел на Аким, новый харшот адали редукция. وين يل بلان لا في إزرتموا صون ده دوشتوه ندان موت وربع سووجه وين يل بلان وده أنا صون تعوقا ويتنوده. На 2025 год план составляет 4512 военнослужащих. Уверен, что под вашим руководством, учитывая ценный опыт республики формирования и подготовки боевых подразделений для направления в зону СВО, поставленная задача
будет решена. Глава отметил огромную работу, проводимую региональным штабом СВО. Благодаря предпринимаемым мерам наши подразделения получают необходимое вооружение и технику, что позволяет им выполнять боевые задачи быстро и эффективно. Политик также обратил внимание на значимость акций, инициатором которых стала первый заместитель руководителя администрации главы правительства министра Хадижа Кадырова, направленных на помощь бойцам и детям погибших сотрудников. Объем работы bol beşlon da hora padden don şişe don üyeştolumun da don hor girna gruzi da aytiş horan forum teknik şun kadon şey don yetseker gari da gitti hayalı don lazin vel musun da don şader gidon inzadon administrasyon alsı zamodon hoştodon aktijen dan kleine beelden weer zijn aktijen dan новогодний dan детское ресторан шубюкш dan мероприятие шуеш dan да бакичан шей отдельно мероприятие шуеш dan да седейш лец dan или алюч да ежелокуч dan üç dan wait demetel yüz başa davet diye stoppay dan da insan dan dolda diye sto dan way دحدون دعني أو دبول بيج حدون دان هواي هور بير دان administratie حسبيسكيو هور بير أبرتيشنين دو بيرن دان جن ديش ديسكي ساد موسوس دان بيش بول بوداس دان إيمن administratie دو алс دان شبيد ليشن باد كنترولين دو ملخوب وبروسا حاج دان كورسي بود نريسل دان تزايد problem يشياس دان شاش كماندير حتى ديز حوسا ديز دان problems هدو ملدو دان لدوش خلا ديز دان لازين شن دوك خلا ديز دان ملخوت تلمت ويخليشوش متكو دان شنكو يعطالير شوش دان لازم متعيش دان بخزان دنيا دان خز ديلچن دان دوك جولوز دان دا هورا دان لازين هورا ولك دان تير تعبو چیز ویلیش بودن ویلک دان ویلیش بودن داشته دوغلوز دائما دان بلچانه دین بولچانه دویشش خو ازرتک دان دائما دین ابوسات قرآنش دویش دان نحبو هور دین ازر قرآن تعملون صلوات دان اشت ازر دان دات سورش دان هور عيل تدجد دان زعدان تان ميل دوش بون دانش ليش دو سيلنا دان 120 тонн 217 тысяч дон قال بول ساعن دملوشن دي وماكن دي قومن دي ساعن هور دين دان بوكسن دان دو ساعن شدوسن انسنا دان بيسن مدا حارش ساعن دين دا حارش دان حلالشن بيسن ارچ چدي بوش دان işte haldu dastan ve noşça meslek savaştan balavalaş nabastan haşmet ders kazansa любой отрасль dan haşmet bello bu biyşdan balavalaş tagwaz rawal otso bal damavaziyat bal yetso bal damavaziyat лучше гоч асо лучше дол зарплата dokuyor da социалист бал маван лучше быть безработным dan чем dan работаешь получила бош نحن بالوا اشتغل كلور فازدازون 2000 تقوين بالوا 100,000 зарплата лодасан واتسو داستان تخدعنا ديال ودون ويدي دون دوقليش دون شاديه شاوا كنيكول سبيان شا دوغرز دو شباشكي بالوا ودرق داستان فيرمش تاعي وجتاعي دون صحيحكي شو حنا تيجي وديت بيرشن دون قيام حلت يونيا تاوي يونيا شيء ديش نتعود رقداسنا لو كتعبوا يسعون واحد ويسعون يعدون جون تعبوا بلادون هو عامل مرجع واحد صاحدون بال بوحان بال بيشان تجيكش أوزبيكش حابلكن تان أستراليا بدرتي حابلكن بالدون نوشن عن أستراليا. Рамзан Кадыров подчеркнул необходимость сохранения национальной идеологии Нохчала, которая помогла нашим предкам сохранить достоинство и жить с высоко поднятой головой. Политик также поделился успехами, достигнутыми в рамках Года истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия чеченского народа. ويجر حد يحكم ده يشادك دوين دارجين داتشين تام داسبس نجيوني ويحقول دين دالس هو شر جود هيستوري ده دقيقة ده دون
шесть мероприятий, на со докудон исторический документ, дон флаг, дон документ, йод документации, дон союзный архив, дон قيد عباش بواب بوستور بوش باتستون ويتعامل يسنايوش دون تمو دون لجين يواخ ضايع ضايع كان دون ويستوريين ضايع ما يدستون بود يستوري دقيق الباندوش شيء تيب نشن شيء يبان شو واسنا ولاتيش يستعملوا بعض بولن بوش برح إنه ده يستعملوا بوعناه شيء يارش حلو يوش بودستون دوكو истории يوزيش دون دوكو بدخ بندستون значимость яцелхит дон жок дон значимость бёш бабу дон хачан баркал дон. Под конец заседания политик вернулся к теме специальной военной операции, подчеркнув, что чеченские бойцы героически сражаются с неонацистами и выразил свои переживания и молитвы за них. Что волноваться, что сосядик собрался, деши шахем елек дон, да хажин аж мусор собаром шабик шубу дастон. Что товарищ сова ватсон дон, что на хора начал садилан хора дон дели дон, что диадио дон. Суза дон, сад некто цадиза, дам садиш дишрастон, что дон, бусейн фу, что кипа дон, дели дон. Мос дон, это мос что заболчет дон, мос сели дон, это бардон, дели дон, вестлу что дал мола дон, дел дон, вех ритм бешу дон, масса что лэг. Lur weeg te dalen dan, weeg am de kirende sandon, weet wat je te dalen dan, weeg am lerde na weeg dan, lulu schuldies, schon had dat dan, schon daar dat hoe dat is, moe lerde die, schon horen wat is dat je dat moe lerde die, hoe dat is, dat dan, meer primatief, безопасность, meer lerde dan, meer dat je dan, weeg zaal had je achteraan, ha, zaal dual toe dan, meer lerde, dat je hoort dan. يعيرون برضو الشخدر هو قاعد يندرون تورا يومنا بروني تسا عبروشيني تدون سوازي دولا إيمن وين غال وين حتى يحضر إز ببلا يري إتون دعل شو تيحضرون 200 تقور سي وستروي ويستي من إيمن هو غال تيحضر ببلا أدوي تون دعل ديونا أحوك يسي وداري ترتي عم دي يوس راز دون حلقة سول حلقة إيمن درونش حلاقي توشة تيجا من أبرونز داني تشوح سر أدلير إدرونش ديونا بيلوتير ودياشين سوق عقاد شاز ويستي دياش مدايش ديون إيمن أتشو تيحيد بيرلاز وحتى das durch زعيبة das dann da wird gewählt Alvane jo wird gewählt dann jo steht die dann da wo dann شيخ عمل حلول زاق dann أصلاً dann فتوى شيء فرت dann شارس بيس هاتين dann فرت دايدن ليشنا dann شياوش داوي dann هذا سن فتوى مني ستعاود العزيز كذا Завершая встречу, собравшиеся сделали общее фото. Мы должны быть едины и решительны в наших действиях. Только так мы сможем достичь всех поставленных целей, заключил Рамзан Кадыров. Сегодня регион является самым безопасным в России. К этой цели шли долго и упорно. За мир и благополучие отдали свои жизни тысячи сынов народа. Главная задача заключается в том, чтобы сохранить и приумножить достигнутое, подытожил политик. Рамзан Абуев, Ислам Ибрагимов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». В ходе рабочей поездки в Москву глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с секретарем Государственного совета России Алексеем Дюминым. Обсуждали ряд актуальных задач по направлениям, курируемым Алексеем Геннадьевичем. Руководитель субъекта отметил высокий профессионализм политика и поблагодарил за поддержку в решении проблемных вопросов. Рамзан Ахматович выразил уверенность в достижении желаемых результатов при таком эффективном взаимодействии. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную акцию добра. Хлеб и куриное мясо в первую очередь распределили нуждающимся семьям во всех муниципалитетах. Слова признательности за поддержку звучали от каждого. Об акции Лейла Муртазова. Очередная благотворительная акция прошла во всех районах республики от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. دائم دخل تيرا ودي حولي باش عمل عجلة أصقاب لطن طلع يالفوندو روح دوخش ومركع دوخ ساعدو يساعة غيدي مش أنا إشتا أوكرانيا حا
del do rahux polvo vejas da lo chanda last chana istagil atu boz jbaisha begi maka olo shadok shok sadwe khabida sino washtala daim do shlo sana sha ويوم مهكداسا يشتوي مهكنانو لأيمان نسيم садор садал оба дуэльдашира дуэля. В рамках акции было роздано 74 тысяч кур и более 200 тысяч буханок хлеба. Жители села Авторы получили свои продуктовые наборы и выразили благодарность руководству республики. Эта инициатива была направлена для малоимущих, нуждающихся, детям-сиротам, а также семьям участников специальной военной операции и религиозным деятелям. Аналогичную помощь доставили в Курчалоевский и Наурский районы. قابليله دال ساعي شهرهم نش بچه ایمانی شده بن لحچه من در احمد حجی سیقا جو ساعت خون ده حداش تسخ سخ قوچش دوغن خون جو دق قل قل در زنه خل داش ده کن شده شناغلیل. Благотворительная акция охватила и Гудермесский район. Деятельность организации стала большой поддержкой для семей региона. Данная поддержка от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова зарекомендовала себя как важная мера социальной помощи, которую получают на регулярной основе жители субъекта. Это помогает людям справиться с трудностями и улучшить качество жизни. Лейла Муртазова, Маусыр Хаджиев, Магомед Тутаков. Вести. Чеченская Республика. Новая школа станет местом, где каждый ребенок сможет найти свое призвание и раскрыть возможности. Об этом заявил министр Хошбау Дидаев на церемонии открытия образовательного учреждения в селе Гвардейское. Оно оснащено всем необходимым для обеспечения высокого качества образования и оформлено в современном стиле, создавая атмосферу комфорта и вдохновения. Медина Мударова. Праздники для обучающихся и педагогов. Под зажигательные звуки лезгинки открылась новая школа номер 4 в селении Гвардейское. На торжественное мероприятие прибыли почетные гости. Глава Натеричного района Хамзат Хасанов поблагодарил руководство региона за всестороннюю поддержку и отметил значимость открытия такого важного объекта. Школа на 720 ученических мест. Министр образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дидаев подчеркнул, что регион показывает большие результаты. Это первая построенная школа из планируемых 11 на предстоящий год. Да и в общем, Натеричный район претерпевает множество положительных изменений. دلال شکل مقدار رمضان هشت دیلرچه این اشکال شکل وار گوردیسکی یورتر نتیجه رایان و این مهر یورت خوب شکلیار دلال یورشل شکلش چه داشتل بیش دکترش پسادش نمیسته شکل و ایتالیخ چیز گلش последующий ما تبركتي قام تقبش خلاليتير ودемографический процесс. Прозвучали и трогательные стихотворения о первом президенте Чеченской Республики, Герое России Ахмате Хаджи Кадырове. Их исполнили будущие ученики школы. Ахмат Хаджи, твой след в сердца останется навеки. Твои деяния вечно будут жить. И что бы ни случилось вопреки, тебя нам никогда не позабыть. Красная лента перерезана, образовательное учреждение официально открыто. Гостям провели экскурсию по зданию. 3 этажа включают в себя комфортные и просторные кабинеты, большие актовые и 2 спортивных зала. Все это сделает обучение легким и приятным. Гости осмотрели только малую часть, но и этого было достаточно, чтобы сделать выводы. Да, уже вариант. Вы видите, что шейхан титичан.
وقام يزقندو شيخين يقدر دادل شنشيبو شغودو شقندو يزديدو يلقيدو وتحجم يدعدو شا يقر بوبو شا حجم ردي تلفس حجم إيد مرزيدولش تقيتشن شوزو قزو أولش يغزي تغولش بابي شانا. Строительство школы было начато 2 года назад в рамках регионального проекта «Современная школа». Состав преподавателей и прочего персонала укомплектован. Всего школа рассчитана на 720 мест. И набор учеников практически завершен. Событие стало праздником не только для них. دق خزين غشلويو قزع كجمال كخنشانا ديل ريس خيل داليول يدليل دال يحيى بيرد كيوال مس قزع ميال والش بلخوتش ديشر خوتش وزن ديل جو خز خيتي خير تنبق فايدة أبواب. В здании созданы все условия, в том числе облагороженная и прилегающая территория. Уровень образования в Чеченской Республике стремительно растет. С каждым годом открываются новые учреждения, а для детей в регионе создаются все необходимые условия для качественного обучения. Новая школа для жителей селения Гвардейская стала настоящим подарком. Уже с 1 сентября она откроет свои двери для учащихся. Медина Мударова, Сейдамин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялся республиканский детский турнир по шахматам, который собрал множество талантливых юных участников. Более 30 ребят приняли участие в соревнованиях, демонстрируя свои навыки и страсть к этой интеллектуальной игре. Алина Фадеева о шахматах, где малейшая невнимательность может стать причиной поражения. Республиканский детский турнир по шахматам из серии Гран-при «Декабрь 2024» собрал порядка 30 участников из разных районов республики. Ребята уже имеют опыт подобных соревнований. Они неоднократно участвовали и занимали призовые места в различных турнирах и первенствах региона. Ни для кого не секрет, что шахматы уже давно являются видом спорта. Эту древнюю логическую игру придумали порядка 1500 лет назад. По ним проводятся турниры, присваиваются звания и ранги. Главный судья турнира Ваха Дакаев рассказал, как шла подготовка к соревнованиям. Сама игра проходит по швейцарской системе в 7 туров. Выделяется 10 минут с добавлением 5 секунд к партии. Формат турнира проходит в таком ключе: 7 туров по швейцарской системе, то есть ты должен постоянно выигрывать. Те, кто выигрывает, играют с теми, кто выиграл. Те, кто проиграли, играют с теми, кто проиграл. В этом году это будет последняя из серии детских турниров. А так, в Республиканской детской библиотеке имени Михалкова каждый месяц проходит как минимум одно детское соревнование, и они имеют возможность каждую 4-ю среду победители этих турниров детских играть во взрослом турнире. Большинство одаренных детей занимаются в образовательных центрах на базе школы номер 49 и номер 1 войск Национальной гвардии Российской Федерации города Грозном. Расположены одни из таких секций. Рабия Шаипова играет в шахматы уже более 2 лет. Как она говорит, в первую очередь для развития памяти. Девочка уже не раз была победителем и участником различных турниров. Последний проходил в Центре дополнительного образования «Кванториум». Вот и сегодня она уверенно переиграла своих оппонентов. Сегодня была упорная борьба, все соперники были очень сильными, все играли очень хорошо. Я очень рада, что я сегодня одержала 1-е место, и особенно потому, что болели за меня мои бабушка и дедушка, и я постаралась, и мне очень нравится то, что я сегодня выиграла. Как и во всех соревнованиях, тут были победители и проигравшие. Всем призерам в 3 возрастных категориях вручили медали, грамоты и памятные подарки, которые предоставили представители социальной сети ВКонтакте. Шахматы развивают интеллект и умение выстраивать свою стратегию. Очень важно, что наши ребята с большим интересом занимаются этим видом спорта. Ну а подобные турниры становятся для них своеобразным трамплином, и, возможно, в будущем они смогут достойно проявить себя на чемпионатах мира. Алина Фадеева, Алискан Кацулов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика.
В Грозном подвели итоги 11-й международной журналистской премии «Золотое перо» памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Всего на конкурс отобрали порядка 500 материалов, в том числе около 50 иностранных работ из 20 стран мира. Рамзан Кадыров лично наградил обладателей премии памятными статуэтками и денежными поощрениями. Вместе с тем, множество работников региональных СМИ отмечены званиями «Заслуженный журналист», а также медалями за заслуги перед Чеченской Республикой, благодарственными письмами и почетными грамотами главы. Среди них и сотрудники нашего телеканала «Войнах». Политик поздравил всех, отметив значимый вклад каждого в противодействии информационной войне против России. Ассаламу алейкум, дорогие гости и участники конкурса. В 2005 году мы провели первый конкурс, который учредил региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. А сегодня масштабы конкурсов в разы больше. Почти 500 заявок – это хорошая тенденция. Я очень рад приветствовать наших гостей, известных журналистов, военных, корреспондентов, блогеров и всех, кто причастен к международному конкурсу «Золотое перо». В современном мире журналистика стала важной частью жизнедеятельности. Война поделилась на два фронта – на поле боя и в информационном пространстве. И сегодня наша задача не только уничтожить сатанистскую нечисть, но и покончить ее с идеологией. И я не сомневаюсь, что мы это сделаем. Я поздравляю призеров и победителей. Вы заслужили эти награды своим трудом и талантом. Желаю вам дальнейших творческих успехов. Спасибо за внимание. В селении Чечен-Аул состоялось республиканское первенство по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Несколько сотен спортсменов соревновались на ковре за звание лучших. Турнир проходил в рамках отбора на соревнования Северо-Кавказского федерального округа. Участие в нем смогут принять победители и призеры регионального этапа. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах, социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.